В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Борьба с огненной стихией продолжается в Якутии. Пожары тушат как на земле, так и с воздуха. Сложная обстановка сохраняется на территориях 6 районов. Кто будет исполнять обязанности председателя регионального правительства, узнаем через несколько минут. 23 километра дорог отремонтируют в Якутске. Все ли идет по графику? Борьба с огненной стихией продолжается в Якутии. Авиацию МЧС России сегодня направят в села Кулун-Эльбют и Ханумовского района. В населенном пункте Алека-Кёль Среднеколымского района задействована аэромобильная группировка МЧС России в составе 20 человек. Всего на территории региона бушуют 104 природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, более 257 тысяч гектаров. За минувшие сутки возникло 19 возгораний, 15 ликвидировано. Сложная обстановка сохраняется на территориях Абыйского, Верхоянского, Среднеколымского, Усть-Майского, Татинского и Тампонского районов. Вероятность задымления существует на территориях 12 населенных пунктов Верхоянского, Среднеколымского, Момского, Усть-Майского и Тампонского районов. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Тампонском районе. Накануне там побывал глава Якутии Айсыл Николаев. Он совершил облет территорий и провел совещание с участием ответственных структур. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Стелящийся над Тампонским улусом дым можно увидеть невооруженным глазом. С начала пожароопасного сезона здесь было зарегистрировано порядка 180 очагов возгорания. Лесные пожары в основном у нас угрожали населенным пунктам поселок Хандыга, поселок Джибарики, Хая, Байгантайском наследие, это Кирсхаджай, в Ингинском наследие, это село Новый, это Сайды. В Кескиле у нас был пожар, но благодаря оперативным решениям правительства нашей республики были своевременно перекинуты силы и средства авиалесохраны. Общая площадь пожаров составила более 285 тысяч гектаров. На тушении пожаров приняли участие сотни человек. Как профессионалы, так и местное население. Основными причинами этих пожаров послужили сухие грозы, прошедшие на территории района. В этом году погода была малодождливая. Это и сопутствовало такому росту пожаров. Это пройденные грозы в начале лета, из-за чего, собственно, и начались данные пожары. Они проходили в труднодоступных местах, отдаленных от населенных пунктов. И это и сопутствовало таким большим приростом по площади данных пожаров. Сегодня здесь действует 2 лесных пожара. В 10 километрах от села Крест-Хальджа и в 2,5 километрах от села Сайды. На тушение этих пожаров задействованы 106 человек. Длина пашка данного пожара. Также было использовано 3600 метров взрывчатого материала. В дальнейшем был произведен встречный отжиг. Дальше пожар контролировался. На данный момент пожар локализован. Угрозы населенному пункту не представляет. Чтобы помочь борющимся с огнем в Тампонском районе, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям сюда привезли материальные ресурсы, необходимые для борьбы с пожарами. Материальные ресурсы в виде индивидуальных рационов питания, а также мотопомпы и мягкие резервуары для борьбы с природными пожарами, которые сегодня происходят на территории Тампонского района. На сегодняшний день угроза населенным пунктам миновала, и в скором времени прогнозируется полная ликвидация действующих пожаров. Несмотря на это, для обеспечения полной безопасности в районе по-прежнему сохраняется особый противопожарный режим. Видим, что под Хрескаджаем, в принципе, пожары практически уже дотушиваются. Достаточно напряженная ситуация в Сайды, но опять же, благодаря грамотным профессиональным действиям работников лесоохраны, лесоресурса, непосредственно
добровольцев на месте удалось, в том числе через встречные палы, огонь локализовать и направить его в другую сторону. И сейчас можно сказать, что прямая явная угроза самому поселку отведена. В целом по республике ситуация с пожарами остается сложной, но находится под контролем. Сегодня со стихией борются более 700 человек, 14 воздушных судов и наземная техника. И основная задача – это, конечно, локализовать лесные пожары, не допустить перехода пожаров к населенным пунктам и объектам экономики. Если говорить об ущербе, то, конечно, лесные пожары несут очень серьезное негативное воздействие на окружающую среду. Это, во-первых, выбросы углекислого газа. Это влияет в целом на процессы климатические. Для усиления борьбы с лесными пожарами указом главы региона введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Таким образом, в 5 муниципальных районах введен режим чрезвычайной ситуации, в 2 муниципалитетах режим повышенной готовности и в 11 улусах их главами подписаны указы о введении особого противопожарного режима. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Тампонский район. Ограничительные меры по коронавирусу продлены в Якутии до 14 августа. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Айсен Николаев. Также в республике продлили режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. За минувшие сутки в Якутии выявили 60 новых случаев COVID-19. По-прежнему больше всего заболевших в столице – 40 человек, остальные случаи в районах Якутии. В ходе брифинга по эпидситуации Айсен Николаев заявил, что рестораны и кафе в регионе возобновляют свою работу. С завтрашнего дня у нас с соблюдением социальной дистанции 2 метра будет разрешена работа общепита, ресторанов и кафе в республике. Так, это ждут в целом вся индустрия. Ну и в целом мы видим, что ситуация достаточно хорошо контролируется и муниципальными образованиями, и органами Роспотребнадзора. Ну и самое главное, что бизнес сам уже понимает, что в случае нарушений каких-либо, конечно же, дела будут незамедлительно передаваться в суд для штрафов, и даже не только для штрафов, а вообще для закрытия учреждений, которые будут работать с нарушениями санитарно-эпидемиологических мер. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Алданском районе расскажет наш корреспондент Руслан Павлов. Он поговорил с главным санитарным врачом по Алданскому району Алексеем Силютиным. Ситуацию по заболеваемости ковид в Алданском районе эпидемиологи оценивают как стабильную. Подробную оперативную информацию нам доложит главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Силютин. Алексей Викторович, что на сегодня у нас? На сегодняшний день в инфекционном отделении находится 24 человека, 2 из которых сегодня выписываются. В провизорном 9 человек. Все вспышки заболеваемости ковидом на территории промышленных предприятий сейчас ликвидированы. Опасений о возникновении повторных вспышек на данных объектах нет. Также положительная динамика отмечается в Томском психоневрологическом диспансере, где на сегодняшний день работа Роспотребнадзора практически закончена. Всего 11 человек остается в инфекционном отделении, которые также готовятся к выписку. Есть, как мы знаем, проблемы в пищевой промышленности в случае заражения. Что здесь? На сегодняшний день, да, действительно выявлена вспышка коронавирусной инфекции в одном из предприятий пищевой промышленности Алданского района. Тотальная лабораторная диагностика проведена. Ждем результатов. В зависимости от полученных результатов будет принято решение о закрытии либо дальнейшем функционировании данного предприятия. Впереди осень. Ждать ли нам второй волны на фоне роста ОРВИ? Да, сентябрь действительно не за горами. Вместе с сентябрем, как правило, приходит заболеваемость ОРВИ и гриппом, которая по заразности, скажем так, гораздо серьезнее, чем коронавирусная инфекция. И не исключено, что присоединение коронавирусной инфекции к уже заболевшим людям гриппом или ОРВИ будет
усугублять их здоровье, вызывая пневмонию, и будет необходимо проведение экстренных мер противоэпидемического характера. Какая-то профилактика предусмотрена в связи с этим? Профилактика предусмотрена всегда. У нас есть вакцина против гриппа, и если население будет привито в достаточном объеме и ничто не позволит распространяться этой инфекции, то, соответственно, такой картины, которая была описана ранее, мы не получим. Ну, ограничительные мероприятия в республике продлены. Соблюдайте масочный режим, а мы следим за развитием событий. В эти минуты глава Якутии Айсан Николаев представляет исполняющего обязанности премьер-министра республики. Это Андрей Владимирович Тарасенко. Он родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. Последние 3 года он занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. С апреля месяца после перехода Владимира Викторовича Солодова на пост исполняющей обязанности губернатора Камчатского края оставалась вакантная должность председателя правительства Республики Саха-Якутия. Достаточно долго мы подбирали эту кандидатуру, потому что от работы председателя правительства Республики Саха-Якутия зависит очень много. Практически вся оперативная деятельность правительства республики, решение текущих и стратегических задач развития нашего региона, крупнейшего региона Российской Федерации. И после согласования с высшим руководством страны я сегодня подписал указ о назначении Тарасенко Андрея Владимировича исполняющего обязанности председателя правительства. Так, это подтверждение сверху. Так, коллеги, Андрей Владимирович Тарасенко человек для Дальнего Востока далеко не новый. Он сам дальневосточник, родился в Владивостоке, военный. Андрей Тарасенко в 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в Ленинграде. С 2004 по 2005 исполнял обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия «Мурманский морской рыбный порт». С 2005 по 2007 год Андрей Тарасенко занимал должность начальника инспекции по контролю расходов федерального бюджета на рыболовство и водные ресурсы Департамента контроля расходов федерального бюджета на природопользование и агропромышленный комплекс Счетной палаты России. В 2006 году он окончил Российский государственный социальный университет по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. С 2007 по 2008 Тарасенко был заместителем начальника управления делами и административного обеспечения Федерального агентства по атомной энергетике. В 2013 был назначен на должность генерального директора Росморпорта. В октябре 2017 года президент России Владимир Путин назначил Андрея Тарасенко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского. Андрей Тарасенко награжден орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Спасибо за представление, которое и то доверие, которое мне дали. Я думаю, оправдаю, потому что задача сегодня очень простая. Как поставил глава республики задачу, это сегодня важен человек. Человек, который живет на территории. Потому что много сегодня Якутия дает стране. Много дает тех полезных ископаемых и так далее. И хочется, чтобы на этой территории для человека, который живет здесь, было создано все блага. Чтобы были хорошие дворцы спорта. Чтобы вот не так по ночам такие очереди стоят, и дети не могут попасть. Чтобы была школа, чтобы свое образование было тому, что здесь производится, что делается. К другим темам поправки об ускорении расселения аварийного жилья примут этой осенью. Об этом заявил глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Документ предусматривает возможность предоставления фондам за счет временно свободных средств финансовой поддержки сверх установленного для региона лимита на текущий год. Общий объем финансирования реализации проекта по расселению из всех источников до конца 2024 года составит 507 миллиардов рублей.
Подачу горячей воды возобновляют энергетики Ниренгринская ГРЭС. Плановые ремонтные работы проводятся каждое лето. Связано это с тем, что с каждым годом износ сетей увеличивается, и только своевременное проведение ремонтов позволяет значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций в зимний период. В этом году во время плановых ограничений были проведены диагностики металла на тепловых сетях, переложены 1 километр 600 метров трубопровода. Все ремонтные работы были проведены в полном объеме и в срок согласно графику, а также с соблюдением профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. За время ремонтной программы у нас заменен насос горячего водоснабжения на ЦТП-1 поселка Серебряный Бор. И также у нас в планах замена насосного оборудования на насосных станциях номер 2, это Старый город, и насосная номер 3, это поселок Беркакит. За время ремонтного периода выполнены плановые работы по устранению свищей на магистральных тепловых сетей в количестве 61 штуки. К устранению у нас остается 25 свищей. Все они находятся на участках трубопроводов, не имеющих потребителей с летней тепловой нагрузки. Огнем и косой уничтожают кусты дикой конопли в Намском районе. Дурман трава растет на заброшенных огородах и фермах. Во втором Хамустахском наслеге активную позицию в борьбе с вредными растениями заняли местные жители и работники сельской администрации. Конопляных полей в районе с каждым годом становится все меньше. Если в начале 2000-х их общая площадь составляла 15 гектаров, то на сегодняшний день она сократилась до 2,5 гектаров. Кроме того, ведется работа по пресечению доступа лиц, занимающихся незаконным оборотом запрещенных веществ, к местам их естественного произрастания, объектам хранения и переработки. По итогам 6 месяцев 2020 года у врача-нарколога Намской центральной районной больницы на учете состоит 59 человек. Из них 47 пагубных и 12 лиц, которые нуждаются в лечении от наркомании. В рамках операции МАК и общероссийской операции «Сообщи, где торгуют смертью» были проверены земельные участки, на которых произрастает дикорастущая конопля. По итогам проверок всего выявлено 122 гектара. Так, по итогам выполненных работ уничтожено всего 122,5 гектара дикорастущей конопли. В Якутске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все ли идет по графику? В материале Юлии Великодной. Отставание в графике на 2 недели – глобальный срок для укладки дорожного полотна. Каждый час на кону. Недобросовестность подрядчиков может обернуться некачественным асфальтом. Поэтому организация, работающая на улице Петровского, прибегнула к помощи другой компании. Мы начали проводить претензионную работу с подрядчиком, на что подрядчик отреагировал усилением своих мощностей, заключение договоров с субподрядчиками. Работы по устройству асфальтобетона планируем завершить до наступления отрицательных температур. Работа на улице Свердлова оказалась глобальнее, чем планировалось. 2000 кубов грунта пришлось вывести и отсыпать скалой, прежде чем класть асфальт. Но несмотря на это, работы идут без отставания от графика. Если бы мы не произвели работы по замене слабого грунта, тогда бы после того, как мы устроили дорожную одежду, слой покрытия из асфальтобетона, были бы в процессе эксплуатации возникали бы просадки, пучины, сетки трещин. Работы по расширению кольцевой развязки Гемин на пересечении Сергеляхского шоссе с улицы Якова Потапова тоже идут по графику. Демонтирован прежний круг. Новый перекресток по площади будет сравним с круговым движением по Дзержинского окружное шоссе. Расширение потребовалось из-за увеличения потока машин в этом районе. Здесь очень большой поток машин. И здесь неоднократно были и аварии тут, потому что особенно когда не было светофора, здесь не работал. В общем-то, тут трудно было ездить, да. И такое принятие решения, это, я считаю, вполне обоснованным, правильным и нужным. Когда работа по укладке асфальта будет завершена, заказчик проверит не только количество слоев, но и высоту дорожного покрытия, его содержание и наклон. Именно от его правильности зависит, будут ли лужи во время дождя и как быстро вода сойдет с асфальта. Так как у нас односкатный профиль, вода будет не скапливаться на полотне, а по уклону, по продольному, по поперечному уклону, скатываться в правую сторону, в сторону горканала. На данном участке лоток не требуется, так как у нас есть горканал.
есть куда воду сбросить. Лоток требуется там, где воду некуда отвести. Для этого устраивается лоток, чтобы добраться до пониженного места, до озера, куда можно эту воду сбросить. На все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия 4-5 лет. В течение этого срока подрядчик должен устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительного финансирования. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. Юлия Великодная, Григорий Николаев, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.